Республики характеризуется наличием 162 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что большинство случаев зарегистрировано в столице нашей республики, 71 случай. Для 2021 года, для начала 2021 года, это повышение показателя количества заболевших. И оно прежде всего связано с той ситуацией, которая у нас с вами была порядка 2-3 недель назад, когда мы готовились к встречам Нового года. Безусловно, в новогодние праздники в республике было меньшее количество обращений за медицинской помощью. Сегодня вновь увеличилось и количество обращений, и количество выявленных случаев. Тем не менее, наиболее сложным сегодня является обстановка с высоким уровнем заболевания. Это Мегино-Кангаласский район. Поэтому я отдельно обращаюсь к жителям Мегино-Кангаласского района, к тем гражданам республики, которые проезжают мимо или находятся временно в Мегино-Кангаласском районе. Сегодня необходимо остановить у вас такое достаточно быстрое распространение вируса на территории. Для этого очень четко соблюдать все требования, которые установлены для того, чтобы вирус предотвратить. Для Алданского и Мирнинского района характерно 15-13 случаев, соответственно, для Нерюнгринского района 11 случаев. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 15 районах республики. Мы продолжаем тестирование лабораториями на территории республики. Сделано за сутки 2832 соответственно, исследования. И в целом по стране республика до сих пор продолжает оставаться в числе лидеров по количеству исследований на одного человека. А вчера главой Республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаевым подписан указ, по которому продлены ограничительные меры, действующие на территории республики, а соответственно и режим повышенной готовности на 1 месяц. Исходя из сложившейся ситуации, исходя из того, что есть четкое понимание алгоритма и уже более высокий уровень поведенческий у людей в части соблюдения санитарных норм, принято решение с соблюдением санитарных норм разрешить открытие, соответственно, домов культуры, и учреждений культуры именно в части исполнения своего и государственного задания, и репертуарного плана с 50% наполнения зала. Соответствующий пример учреждения культуры республиканские во время новогодних праздников подали, и алгоритм сегодня достаточно четкий и понятный. Кроме того, на территории республики с соблюдением соответствующих норм разрешена деятельность саун и бань общественного значения в том числе. На 15 января 2021 года в республику поступило 5242 вакцины. Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции. Сегодня пройдено вакцинировано 1801 человек. Вакцинация активно проводится в 8 районах республики. И 12 января дополнительно вакцина распределена в 5 районов республики. Как мы уже говорили, записаться на вакцинирование можно, соответственно, через поликлиники по месту жительства. Необходимо обратить внимание на те правила, которые сегодня определены для приезжающих лиц из Великобритании и Северной Ирландии. Решение принято на территории Роспотребнадзора Российской Федерации, в связи с чем соответствующие ограничения для прибывающих на территории республики лиц, прибывающих из этих стран, установлены обязательные ограничения по передвижению. Я хочу обратить внимание на то, что у нас сегодня к ограничениям, которые действовали на территории, дополнительных ограничений не предусмотрено. Тем не менее, такие правила, как ношение маски, социальная дистанция, соответственно, самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц, которые болеют хроническими заболеваниями, остается на территории республики. В оперативный штаб республики поступила оперативная информация, по которому ряд, в том числе муниципальных и государственных учреждений, отказывают в предоставлении больничного лицам старше 65 лет. При возникновении таких случаев я призываю обращаться к соответствующим в профсоюзы
и Рострудинспекцию для того, чтобы эти меры, значит, для того, чтобы подобного рода необоснованные отказы в продлении больничных листов были, соответственно, пресечены вовремя. К сожалению, сегодня такая информация есть, и, соответственно, руководителям будут направлены письма оперативного штаба о недопущении подобного рода ситуаций. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом, а текущий вид обстановки в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Новый препарат для профилактики и реабилитации от COVID-19 завершает клинические испытания в Якутии. Россия и мир после пандемии. Под таким девизом в Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум. Первая в Якутии четырехполосная дорога, построенная в условиях вечной мерзлоты, появится в 2023 году.